Следующий плагин, который мы сейчас установим, это плагин, который касается хранения базы данных. Сохранение базы данных необходимо для того, чтобы на случай форс-мажорных обстоятельств с сайтом мы могли восстановить этот сайт. И в этом нам помогает отчасти определенный плагин. Название плагина Backup базы данных. Вот таким образом он прописывается. К сожалению, на русифицированных плагинах WordPress на этом сайте мы этот плагин не нашли. Попытались было искать в среде WordPress. Возможно, есть русифицированный аналог перевод, но также есть плагин такой, но он сохраняет в Dropbox. Но нас интересует немного другой вариант, и поэтому мы пошли в Яндекс, забили в поисковике название плагина, и нам попался сайт, где можно этот плагин скачать. Вот отсюда мы будем скачивать этот плагин. Скачать, жмем на эту кнопку. Снова идем в раздел скачанных наших файлов, копируем и идем в папку плагинов. Наш плагин вот он. Теперь мы его будем устанавливать на сайт. В разделе плагины добавляем новый, грузим наш плагин с той папки. Наш плагин мы теперь будем загружать с папки, где хранятся наши архивы плагинов. Вот этот плагин. Отмечаем плагин, выделяем его и открываем, загружаем на наш сайт. Жмем на кнопку «Установить». И далее активируем плагин. Этот плагин у нас появляется в разделе «Инструменты». Резервное копирование. Идем в этот раздел, подраздел, точнее говоря. Вот таким образом выглядят настройки файла сохранения базы данных. Я лично сохраняю все, что тут есть, поэтому отмечаем Shift, как они рекомендуют. Левая часть таблиц она сохранится автоматически, а правую часть нужно будет выделять с помощью кнопки Shift. Мы это уже сделали. Далее в настройках мы отмечаем, куда сохранить эти файлы. Если мы сейчас нажмем на эту кнопку «Создать архив», то архив нашего сайта, в данном случае demo.stepday.biz, он сохранится вот на этот электронный адрес. Но этот процесс можно автоматизировать и установить расписание. Предположим, на каждый час, 2 раза в день, каждый день, раз в неделю. Я это делаю раз в неделю, потому что у меня блог или пост пишется не очень часто, поэтому обновление информации происходит у меня не часто. Но если каждый день вы пишете посты, тогда, конечно, либо на каждый час, на 2 раза в день, либо каждый день выбирайте из необходимых вариантов. Если вам нужно отметить вот эти таблицы, я думаю, это будет не лишним. Отмечайте их и запоминаете расписание. Жмете на эту кнопку. И ваш архив будет выглядеть примерно таким образом. У меня тут архив с другого сайта, но суть одна и та же. Здесь будет название, откуда пришел архив. А вот сам архив. Его можно будет загрузить к себе на компьютер и потом уже при необходимости снова загрузить через хостинг в базу данных. Но там уже другая система. Как восстановить сайт с помощью базы данных, это уже тема следующих уроков. А сейчас я вас благодарю за внимание. С вами был Сергей Майнагашев.